Федора Попова, дом 7. Ну что, пойдем прогуляемся, походим немножко до Речпорта дойдем. Ух. Так, а это что тут? Что такое за строение, а? Интересно. Что-то все колючей проволокой. Куча видеокамер здесь. Кошмар. Кошмар. Куда я попал? Так, а напротив вот такие вот домики жилые. Это улица Федора Попова, ее начало. Ну, начало Лермонтовой, можно так сказать. Так, опять у меня этот рюкзак. Ну, как свисать, надо будет его одеть нормально. Ох. Так, надеюсь, кто-нибудь меня будет смотреть сегодня. Не все рванули за едой, за сахаром в магазин скупать. Ну, ладненько. Так, что-то захотелось сегодня погулять с вами. Не знаю, как батарейка, как телефон, не замерзнет ли. Поэтому сколько удастся, столько удастся. Так, это у нас Якутскэнерго, теплопункт. Тут памятник Чубчикову Анатолию Александровичу. Вот он. А это какие-то... Тут шар, земной шар Якутии, РСЯ Якутского, пожалуйста. Якутскэнерго, Якутская ТЭЦ. Печка уже растаяла вся. Якутск написано. Уже начинает подтаивать в городе. Поэтому... А вон восьмерочка едет. Вон она. Видно? Пустая. Оттуда пустая. Это она с Речпорта едет. Ну, конечно, сейчас кто туда ездит. Мало кто ездит, поэтому... Естественно, пустая. Там дальше уже люди сядут на следующих остановках. Так, это проходная ТЭЦ. Но мы сюда не будем, естественно, заходить. Мы сейчас вот так вот вдоль. Вот эту трубу видно, да? Вот эта ТЭЦ проходная. Туда идти. Если... А это мы свернули вот такой изгиб здесь. И мы, естественно, сейчас дойдем до Речпорта. Еще что такое ОДС? Район тепловых сетей. Якутская теплоэлектроцентраль. Смотрите, тут у них какая интересная штуковина стоит. Вот это локомобили, это первые электростанции, какие были. Видели, да, в Якутии? Это еще довоенного типа. И здесь мы видим 20 лет. Чему это? Саха-энерго. Саха-энерго. Вот такая стеклянная. Ой, господи, какая стеклянная, ледяная. Видно, да? Саха-энерго, 20 лет. И вот эта электростанция на таких колесах, чтобы ее можно было перемещать. Видно, да, там печка какая-то. Вот звезда красная. То есть это времен. А я говорю, послереволюционные времена уже соорудили. Такие вот агрегаты, они давали электричество. Когда не было, естественно, еще вот этих вот электростанций. Так, Саха-энерго, 20 лет здесь вывеска. Так, очки мне пришлось снять. Что-то сегодня жарковато. Жарковато у нас. Я выходил на градуснике, градусов 13 было. Или уже, наверное, к вечеру теплеет, как обычно. С утра-то прохладнее, да? Сами понимаете, за ночь остывает. А днем теплеет. Солнышко греет. Весна. Тополя. Так,
Так, редкие здесь машины проезжают. Ну, летом они, конечно, будут тут ездить. Вот тоже Якутскэнерго, центральные электрические сети. У них тут целый комплекс зданий. Целый комплекс. Мой бизнес. Что за мой бизнес? Это я не знаю. Какое-то здание, и на нем мой бизнес нарисован. Раньше, я помню, в этом месте была химчистка. Вот это, что ли, было здание химчистки. Сюда можно было прийти и сдать бельишко в химчистку, чтобы почистили там вам какую-нибудь шубку или шапку там, или еще что-нибудь. Ну, она как бы более-менее таком виде уже выглядела. Так, вот какой-то заезд интересный. Не будем мы на ту территорию заходить. То может туда еще нельзя. Ну а мы так вот шуруем просто по улице. Сейчас мы вот это вот пересечение, это улица Кальвица. Вроде бы как. Или другая улица. Но это продолжение Кальвицы, короче. Вот, и ее когда-то тут этого не было, этой улицы. Это сделали относительно недавно. Такой вот заездик сюда. Ну и, соответственно, теперь с двух улиц можно в речной порт попасть. С Федора Попова и с улицы Кальвица. Кальвица. Так, что мы здесь видим? Там вдалеке аэропорт. Ой, господи, Речпорт. Речпорт, вон там видите, если. Здесь какие-то шиномонтаж. Ох, смотрите, вот это я понимаю. Шиномонтаж. Шиномонтаж. Сколько здесь и собаки бегают. Собаки бегают. Так, а что никто не смотрит, а? Что-то непонятно. Ни одного человека. 7 минут уже идет стрим. И что-то это напрягает. Вообще идет трансляция, нет? Должна. Наверное, все разбежались, я так думаю, за покупками. Сахар там, греху закупать пока. Еще может цены где-то. Хотя уже цены выросли. Цены выросли и, в общем-то, уже, наверное, сложно где-то найти. Еще по старым ценам. Уже говорят, что летняя тут смотрел, как бы, что доллар на уровне вот этом, что сейчас он стабилизируется где-то, и он такой будет. То есть рублей за 120. Как сейчас он такого. Поэтому все, соответственно, скакнуло вверх. Скакнуло вверх, и поэтому вот, наверное, теперь мы будем жить с такими ценами. Хотелось бы, конечно, чтобы они опустились вниз. Или я не знаю. Так, а здесь, смотрите, здесь какой-то такой райончик небольшой. Вот, видали, да? О, пес стоит там, ждет меня. Привет, пес. Привет, пес. Ну вот таким вот образом. Ну, мы сейчас тут немножко походим, потом пойдем по дамбе туда вот, дальше. Я думаю, до дамбы. Вот по этой дамбе до дамбы дойти. Надеюсь, что
дорога есть. Здесь вот речной порт, это у них, значит, там место складирования. Эти краны стоят большие, когда приплывают баржи, они, соответственно, их раз, с помощью этих кранов разбирают эти баржи, грузки. Ну и здесь вот у них есть логистический центр, как принято, да, база, короче, база МАЗа. Так, ну и что, вот у нас есть порт. Речные грузовые перевозки. О, кораблики стоят. Кораблики во льду. Река Лена. Вот у нас, собственно, легкие машины. Так, кофейни, конечно, все это закрыто. Вот, видать, заезжают. Ну и сейчас мы с вами посмотрим на зимний, на весенний речпорт. И смотрит, о, шикардос. Смотрите, куда я к вам пришел. Показать речной порт города Якутска. Или пристань она еще называется. Вот там вот стоят теплоходы. А здесь вот эти баржи. Вот их сколько здесь. У них целая флотилия якутского речного судоходства. Так, ладненько. Пойдем вон туда. Пойдем вон туда. Тут какие-то офисы. Кому-то что-то сдают. Здесь сейчас же все сдают. Если у вас какая-то площадь, земелька, надо сдать, чтобы получать доход. Так, запуск пассажирского поезда Нижний Бестях-Тында. Новый маршрут. Смотрите. Нижний Бестях, Владивосток, 15 июня 2021 года. Вот вывеска. Вот, то есть можно с Якутска, Нижний Бестях напротив, через реку доехать на поезде. Вот это да, вот это круто. И с Нижнего Бестяха до Тынды. А чтобы с Якутска добраться в Нижний Бестях, ну там где-то, не знаю, минут 40, наверное, да? Или час. Переправа летом, а зимой, естественно, переправа такая вот через реку по замерзшему льду. Ух ты! Смотрите, что я увижу. Там воздушный шар, ё-моё. Надо идти туда. Мне интересно даже стало. Так, вот здесь вот переправа на Нижний Бестях в летнее время. И различные корабли отсюда отходят. Катера, теплоходы отсюда отходят вот в летнее время. Вот тут такие спуски, муски. Вот это ДМ, это вот этот причал. Он такой древний, я не знаю еще, но он действующий. Тут еще где-то второй есть, вот там второй причал. Там же билеты продают на этих причалах. Ну и мы видим, это у нас механик Светлов, Михаил Светлов, и там вот должен быть Демьян Бедный еще два. Так, это мы по дамбе идем, а здесь смотрите, что творится. Вот такие вот участки жилые, и продают участок срочно, причем. Телефон 924 476 00 619. Срочно. Улица Первая база. Продам дом. Вот кто хочет жить рядом с рекой, по сути дела, вот разделяет только вот эта дамба. Здесь река, а здесь вот жилой такой застрой.
застройка. Ну, эти домики, наверное, в частной собственности, я так предполагаю. Ну и вот это вот ТЭЦ. Смотрите, как она парит. Это вот тепло в город по трубам, централизованное отопление. Там у них, короче, они воду забирают, ее нагревают и пускают по трубам. Теплотрассы, которые вы видели, значит, по ним в город уже. Там разводка по домам. И, соответственно, уже дома греются. Но сейчас многие переходят на собственные котельные, чтобы сэкономить на квартплате. То есть вот здесь, по сути дела, если вы подключены к центральному отоплению, у вас плата за теплую воду, отопление, она круглогодична. Так, вот еще один ракурс вам. Вот Михаил Светлов и Михаил Кулибин. Я сейчас без очков что-то плохо вижу. Вот смотрите, вот это речной порт города Якутска. Угу. Вот тут вот эти стоят баржи разные, катера какие-то, теплоходы. Тут не хватает еще метеоров. Значит, Заря потом еще теплоход, который, как, значит, у нас переправа. Так, а куда этот, ё-моё, шар-то, шар, видно, нет? Вам шар, воздушный шар, он куда-то летит. Ё-моё, он улетает. Неужели не удастся его поближе снять? Ой, блин. Или это он, смотрите, может быть это, там же ледовый парк на 202, может быть он поднимает людей там, как, значит, соответственно, такая аттракцион, такой аттракцион, возможно, да, вот он, наверное, там. Ну, сейчас мы подойдем и поближе поснимаем. Да, идем до ледового парка на дамбе. Ну, а это мы сейчас идем с вами по дамбе, которая разделяет, значит, вот эту водоем, в котором ТЭЦ берет воду, вот с рекой, по сути дела. Так, вот смотрите, вам красоту поснимать. Когда еще я сейчас весна, зимой, естественно, был туман, видимость совсем плохая, а сейчас вот так вот все выглядит здесь. Вот еще один на пристань. Флаги. Флаг России раскрашен. Бело-синий-красный. Вон она. Вот. А это Демьян Бедный. Ну, еще с Советского Союза. Я не знаю, им поскольку этим теплоходам лет, но они лет по 50, наверное. Демьян Бедный и Михаил Светлов. Вот они оба одинаковых. Это они у нас по реке, туристские теплоходы. Либо до Тикси плавают, либо на Ленские столбы. Так, почитаем. Скоро через месяц найдется навигатор. Ну да, в конце мая уже будет. Дневник коренного крымчанина. Привет, Тима, привет. Привет. У вас там, я видел, заснежило все. Тоже, как у нас, снег лежит. Но у нас-то это естественно, а у вас в марте месяце это немножко аномалия. Так что вот, вам уже снегом не удивишь. Но это речной порт. Я сейчас нахожусь, вот рядом с ним. Это наши два главных круизных лайнера, которые по реке ездят, плавают, вернее. На них можно плавать, значит, до Ленских столбов. Очень такое место красивое, природный заповедник. Ну,
в том году были проблемы у нас были пожары, поэтому и там тоже горело. Но надеемся, что в этом году климат немножко будет помягче и меньше будет от этих пожаров. И будут вообще бороться уже заранее с пожарами, со всеми. Со всеми будут бороться заранее. Поэтому удастся избежать крупных задымлений по республике. Надеемся на это. Вот кто в Якутию приезжает в Якутск, летом вот могут на них сплавать. Ленское речное пароходство, вот у них на сайте там есть туристская фирма, которая занимается, можно билеты купить заранее как бы и сплавать. Интересно, красиво, когда на теплоходе. Всем рекомендую, конечно, природа у нас есть что посмотреть. Летом тем более. Так, ладненько, давайте мы сюда пойдем. Вот это вот дамба, когда-то ее не было. Ее насыпали лет, наверное, 6-7 назад. Или 10, примерно так. Сделали вот такую заводь для теплоцентрали якутской. Вот она, теплоцентраль. Вот эти трубы, они, пара-то выходит с них. И они тепло поставляют в город. Тепло в город по трубам. Здесь мы видим вот вдоль этого берега установлены различные катера, но это уже не пассажирские, а какие-то, ну, как это, техника речная, различная, баржи, катера, какие-то там буксиры и так далее. Кто речник, тот знает, что за техника бывает на речном флоте. Соответственно, вот она здесь вся базируется и в зимнее время, и в летнее. Так, какая-то штука здесь, не понимаю, для чего это сделано. Заграждает проезд, похоже, чтобы нельзя было возможность проехать машинам, я так думаю. Ну, поэтому вот по этой дамбе хорошо прохаживаться. Тут бегают спортсмены разные. Ну, сейчас вот тем более у нас, я говорил, вот этот месяц все потом будет оттаивать, и, соответственно, уже будет грязюха, соответственно, и будет сложно куда-то ходить. Но сейчас пока вот возможность есть, пока тепло, можно и ничего не тает, можно походить, побродить. Вот этот шар воздушный, он, смотрите, шар, он поднимается еще. Но сейчас мы подойдем и снимем его поближе. Сейчас. Смотрите, как у нас солнце низко сидит. Вот это 62-я параллель. Вот сейчас вот сколько там, 4 часа, да? Вот солнце на таком уровне. Вот. Ну, еще вам показать. Вот с этой стороны дамбы это речной флот Ленского речного судоходства. Такая панорама. Вот туда летом плавают эти все судна в ту сторону. А вот это Речпорт. Ни одного человека нет. Красота. Так, мне надо все-таки рукавицы одеть. Хоть у нас и тепло, минус 15, ой, минус 10 или сколько там, ну, сейчас будет холодать, а где-то так. Все равно руки подмерзают. Сейчас мы туда дойдем.
и пойдем к ледовому парку. Ледовый парк, там у нас что? Вы увидите там горки, аттракционы, там же ледовые фигуры обычно делают, снежные фигуры, катание на банане там есть, на буране и так далее. Вот теперь еще шар вот этот воздушный, как аттракционный, так понимаю, его здесь разместили, и можно подняться на этом шаре и оттуда сверху посмотреть. Интересно, на какую высоту он поднимается и сколько это удовольствие стоит. Вопрос. Ну, я, по-моему, первый год вижу здесь шар, раньше его не было. То есть это новинка. Ух ты, а тут смотрите, кто-то спускался на машине, что ли. Ну вы представляете? Ё-моё. Или это лыжи? Нет, это машина. Кто-то на машине спускался вот по этому крутому спуску. Ну, обычно здесь была лыжня вот где-то в районе памятника Победы. Вот памятник Победы. Мы раньше спускались. А, вот там я вижу, как раз где памятник Победы, там горка, и там много-много людей. Много-много людей, которые катаются с этой горки. Вот там прямо под памятником Победы. Сейчас пытаюсь не дергать сильно. Вы, может быть, увидите. Так, вот. Видно, да? О, там много-много. К сожалению, в режиме вот этого стрима не удается. Дневник коренного крымчанина у нас ненадолго уже растаял в Алуште почти. О, ну да, конечно, что там у нас. Море рядом, теплое, оно энергию свою, энергетикой согревает. И получается то, что там снег-то недолго. Это где-то в горах только у вас там. Вот, он подольше лежит. Ну а здесь у нас вечная мерзлота. Земля не греет. Нифига таять нечему. Воздух сухой. Поэтому снег растает у нас только в апреле. Начнет таять. Ну да, бывает местами даже до конца мая где-то тает. А ледоход, река проходит в 20-х числах мая обычно. Обычно в 20-х возле города Якутска. Ну и вот после этого открывается навигация где-то через неделю, да, после того, как река пройдет, через неделю открывается навигация, и можно уже на обычных плавсредствах, теплоходах, катерах переправляться, куда-нибудь плавать. Ну, таким вот образом. Да, что-то этот шар не высоко поднимается совсем. Как-то интересно. Интересно, я даже не вижу здесь собак, чтобы люди с собаками гуляли. Я знаю, вот в 203 микрорайоне там вообще собак запрещено выгуливать, чтобы они не гадили. Там даже соответствующие таблички развешаны. Вот, кстати, вот эти вот дома, которые вы строите, раньше на этом месте, которые вы видите сейчас дома, раньше на этом месте была река. Вот этого ничего не было. Вот этой дамбы не было, вот этой дамбы не было, да, вот. Вот этой, по которой все рукотворное строение, все это намытые пески, искусственные дамбы. И вот этот два района, 202, вот он, вот отсюда, вот так вот он идет. И туда 203. Это все на искусственных песках.
построено. А раньше, до того момента, пока дамбу вот эту вот не построили, в 64-67 год где-то было строительство, 68-й, вот так вот. Здесь просто была река, текла, вот это вот. Вот на этом месте, там, кстати, вдалеке уже речной порт, мы от него отходим. Здесь вот до 67-го года где-то река текла таким вот образом. Вот люди что умеют делать, представляете, да? И там много домов настроено, два квартала, 202, 203. 203 квартал вообще необычный, там подземные гаражи, значит, подземные этажи, то, что в городе у нас вообще такого нету. Естественно, вечную мерзлоту нельзя отдалбливать, а там, поскольку пески намытые, то, значит, возможность появилась вот в этих песках сделать подземный этаж. Ну и сваи там, соответственно, они глубже, они длиннее, чем в городе забиваются. В городе добиваются. О, я что увидел? Я увидел лыжи. Вот тут люди на лыжах. Смотрите, катаются. Ну, раньше мы на лыжах-то постоянно катались. Сейчас уже как-то моды такой нету. Сейчас больше все на коньках. Коньки, коньки. И, соответственно, ну, и то. В городе несколько катков. Ну, все они бесплатные. Все катки, вот, которые сейчас делаю весной, они бесплатные на водоемах. Единственное, что там пункт проката, там, соответственно, надо платить, если у вас коньков нету. О, тут даже ледянку. Смотрите. А, вот здесь, смотрите, можно покататься. Можно взять какую-нибудь вот такую вот картоночку. Долгая зима в Якутске. Да, классно на лыжах, классно. Вот взять картонку побольше, да, и можно вот туда вот вниз скатиться. О, вон туда вон. О, видали? Вот прямо тут. Ну и, соответственно, сейчас еще панорамку сделаю. Это вот речные суда здесь все стоят вдоль берега. А там вот сам речной порт. Так, я слышу, в этом Ледовом дворце музыка громыхает. Ледовом, как он, Ледовый парк. Сейчас посмотрю. Я туда внутрь не заходить не буду. У меня сегодня такой цели нету. Если я пойду туда, я там стрим оттуда делать не буду. Я просто возьму камеру и поснимаю, что там есть, чтобы в нормальном качестве, соответственно, было. Потому что вход туда, в Ледовый парк, платный. Сейчас мы посмотрим, сколько это удовольствие стоит. Так, и заезд вот там вот, смотрите. Вот эти машины, да, вот они туда заезжают. Это в Ледовый парк, тут они спускаются. Ну, соответственно, вот находится он вот здесь вот, напротив. О, тут еще одна горка. О, можно, тут даже это, смотрите, она, типа, ее водой поливали, что ли, ледяная. О, можно, бам, и туда. Но люди предпочитают, конечно, вон там он кататься, на этом Ледовом парке внутри. Так, вот музыка, да? Музыка. Что не есть совсем, как бы, надеюсь, я буду говорить погромче, чтобы забить музыку. Так, так, вот тут надо переходить. Мы сейчас с вами переходим и видим уже непосредственно. О, видно, да? Вот этот забор, к сожалению, это парковка. Парковка, это машины здесь подъезжают к парку, соответственно. Ну, тут можно и пешком, в принципе, на автобусе доехал. И до 202 микрорайона. И, значит, тут 5 минут, и здесь уже, в общем-то, в шаговой доступности все это находится. Ну, выйдем вот эту вот горку. Вот там люди катаются, видно, вон садятся
Садятся люди. О, видно, да? Люди садятся. Сейчас эти скатятся, когда. Вот эти вот скатятся. Так, туда бы поближе подойти, а. Блин, тут еще кони ходят у нас. Ё-моё. Смотрите, наделали делов. Так, где тут получится? Так, вот здесь вот пройти, что ли, поснимать поближе, чтобы... Надеюсь, я там никуда не упаду, блин. Опс. Что только не сделаешь, чтобы поснимать. Ой, снег проваливается. Смотрите, снег какой проваливается. Нога у меня туда. Ну вот щелка есть. Сейчас вот вам более-менее поснимаю. Вот это самая большая горка. Она тут, короче, люди садятся вот здесь вот. Вот там вот видно, да? И потом скатываются вон туда, вон вниз. А воздушный шар там, кстати, где-то дальше. Туда надо идти дополнительно. Ну и вот эта вот территория ледового парка. Я смотрю, там горки разные есть. Соответственно, ледовые фигуры, снежные фигуры. Ну, плохо видно. Вот покатились. Угу. Ну, веселая забава. Так, а машины, я смотрю, все подъезжают. Тут, кстати, в вечернее время включают огни, еще красивее делается. Вот воздушный шар, смотрите, поднимается вверх. Он, видать, посадил людей и поднимает, чтобы они могли посмотреть с высоты. Так, ладненько, давайте мы с вами пойдем, выбираемся отсюда с этих снегов. Ё-моё, ой! Тут надо в сапогах только ходить. Только в сапогах. Вот. Видно, да? Чтобы скатиться с горки, надо вот сюда залезть. Люди сюда залазят. Ну, как в аквапарке. Понимаете, да? В аквапарке тоже люди залазят и скатываются потом. Там только по трубам вот этим желобам, а здесь вот по ледяной горке катаются. Ну, забава интересная, да. Ледовый парк начинает работать где-то с января или февраля. А вот, кстати, вот это Зорб. Зорб, видно, да? Шар, там внутри люди. Человек какой-то. И обычно двое людей. И сейчас они покатятся, смотрите. Туда, вниз. С этого шара. С этим шаром внутри. Так, музыка. Так, они там должны закрепиться. Так, пока это долгое занятие, а мы смотрим с вами вот на воздушный шар. Вот он такой. Так, я же могу тут немножко повыше встать, чтобы вам было лучше видно. Вот это вот, в общем-то, территория ледового парка. Вот там буран поехал, кстати. Это у нас банан на буране по льду. Аттракцион. Он по реке вот катает людей. Так, все, шар этот, смотрите. Туда люди залезли, укрепились, и сейчас они покатятся туда вниз. Там их подготавливают, чтобы они нормально себя чувствовали. И все. Смотрите, сейчас что будет. Оба-на. Поехали они. Ой. Видно, надеюсь, вам, да? Вот такое шоу. Кто хочет побарахтаться вот так вот вверх-вниз, кверх ногами, вот сюда вот может приходить. И он выкатывается вон туда куда-то. Ага, все. Теперь вот оттуда вылезут. Вот эти люди идут, я так понимаю, туда вниз. Их сейчас отвяжут. И шар этот обратно будут заталкивать. Ну да, тут, к сожалению, плохо видно отсюда. В режиме стрима у меня не приближает.
А видно буран с этими, с бананом, он сюда уже приезжает. Вот, смотрите. Вот, видно, да? О, подъехал. Там. Или сани там какие-то. Но обычно банан такой, он желтый, как банан. По реке то же самое, только там или там что-то другое сделали. Вот таким вот образом. Ну, народу, как видите, хватает, да, у нас. Вот тут даже дети какую-то импровизированную горку сделали. Что это они лазят здесь? Вон, там стоят. Так что давайте сейчас туда вниз спустимся, вот сюда вот, посмотрим, какие цены у нас на это удовольствие. Играют они. Ну, наконец-то у нас теплая погода, и можно походить по природе, отдохнуть. Ну, кроме вот этого ледового парка, еще есть парки в нескольких местах с городом, где можно тоже, соответственно, там есть горки, и там тоже можно покататься. Ну, тут не такие большие. Вот если отъехать от Якутска в Сотинцы, там где-то парк аттракционов был, тоже такой зимний, там покруче. Все это удовольствие. Но туда надо ехать отдельно на машине, конечно. Так, тут вот стояночка такая вот организована тоже. Люди стоят. Ну и мы сейчас так, что мне надо? Мне надо рукавицы одеть. Так, кто там что пишет, я почитаю сейчас. Классно, ну, да. 42 минута. Я стримлю. Телефон у меня не замерз еще. С учетом того, что я не заходил ни в какие теплые помещения, а просто руками держу телефон. Вот. А 40-градусный мороз. 15 минут, 10 минут, и телефон все застывает уже. Если температура за 40, минус 40. Очень быстро. А сейчас вот можно более-менее. Вот это заезд для машин здесь, а для пешеходов, кто своими ножками пришел, не здесь. Здесь нельзя пешеходам, а вот здесь вот отдельный вход есть. Вот он. Вот эти вот. Это дырка в воротах, ой, в заборе. И вот сюда вот заходите, и потом вот сюда вот идете. Так, ну тут тоже, слушайте, накатано, можно долбануться. Тут тоже как аттракцион. Пока можно покататься. Ледянки, кстати, люди, смотрите, с собой берут. С собой, чтобы там не в аренду не брать. То есть, в принципе, у нас надо ледянки иметь, чтобы где-то кататься с каких-то горок. А вот это, значит, башенка смотровая. Ну и здесь уже летом уровень. Обычно осенью, когда лед замерзает, уровень воды падает низко. И вот сейчас уровень здесь льда ниже, чем в летнее время. Вот такой вот бортик сделан. Смотрите, какой здесь подсветка включается. Вечернее время. Вот такая вот накатанная здесь дорога. Накатанная дорога. Люди с детьми в колясках даже приходят сюда. Видали, да? Да, но там музыка громыхает еще сильнее, слушайте. Да, рисково, да. Ну, сейчас я буду что-то говорить постоянно, чтобы
музыку забивать. Да, сегодня у нас суббота, поэтому многие отдыхают. И, естественно, приехали сюда. Ну, тепло еще вдобавок, тоже повод. Можно уже практически целый день на улице находиться. Там и на территории есть кафе, и вы можете там покушать, погреться, посидеть, чаек, кофеек. Вот, смотрите, какие трещины здесь. Сейчас я вам покажу во льду. Вот, видели, да? Вот какие трещины. Это на льду находится. Вот, видали, да? Она еще глубокая. Лед тут трескается так вот на лени. Вот она, трещина-то, как смотрите, это просто отъехала. Трещина еще так идет, одна трещина, туда идет трещина. Вот ее как поломала. Тут лед в этом месте. Так, машины. Люди с детьми, естественно. Ну, хотя могут и чисто взрослые приезжать сюда покататься, кому хочется отдохнуть, подышать воздухом. Так, сейчас мы хоть посмотрим, да, на цены. Так. Вот выходят у всех, я смотрю, свои ледянки, да, чтобы там в аренду не брать. Касса, входные билеты. Так, детский это многодетным, да, детский, так, ограниченный 200, детский до 14, взрослый 300 рублей, до 5 лет бесплатно. Две кассы. Ну и смотрите, как тут все сделано, интересно. Это вот забор такой, здесь тигр, смотрите, тигр. Вот фигура тигра. Ну да, надо когда уже темно, тогда ее лучше будет отчетливее видно. А сейчас она, к сожалению, сливается. Да, вечернее время здесь красивее будет. Вот такой забор здесь. Тут проходной. Тут обычно какую-то лотерею разыгрывают ее. Лотерею, входной билет действует один раз. При выходе из парка входной билет сгорает. И здесь еще, смотрите, бык. Вот здесь изо льда бык сделан. То есть вот это вы, когда билет купили, одну часть ее кидаете в эту, значит, лотерейный вот этот бак, и там потом разыгрывается какие-то призы, соответственно. Ну, я так ходил, потом же надо повторно приходить, чтобы розыгрыш этот, в нем поучаствовали сюда. Но ходить повторно, это я не знаю. Вообще уже, конечно, как. Ну вот 200-300 рублей, 300 взрослый, 200 детский. Целый день. Там еще надо деньги внутри, если у вас ледянки нету, на ледянку или на вот эти вот зорб, на этот шар, чтобы скатиться с него, ватрушку взять, если нету, тоже деньги надо. И там есть каток. Так, сейчас мы пойдем. Короче, вот там вот воздушный шар, мне интересно его поснимать. Вот такое вот заборище здесь из часть его, значит, где вход изо льда делают, а это получается она из снега. Снег, чисто снег, смотрите. Видно, да? Чисто снег уже. Он как камень, снег. А вот там вот ТЭЦ, трубы торчат, дымят. Вот мы так с вами ходим кругами вот такими вот. Вот смотрите, машины никого нету. И она стоит, тарахтит, потому что, ну, двигатель замерзнет. И эта семья, которая сюда приехала, она не сможет уехать. Поэтому стоят они
значит, тарахтят, чтобы не остыть двигателю. Да, что-то я смотрю, все уже со своими ледянками. Вот отсюда, сюда, кстати, если вы зашли на территорию, то выходить уже повторно, заходить надо денежку. Опять билет повторно покупать. То есть зашли и все, там находитесь. Если вышли, то уже все, билет ваш сгорает, надо новый покупать. Вот такая какая-то несправедливость. Ну, может, отчасти это сделано для того, чтобы люди не бегали лишний раз. Лишний раз не бегали туда-сюда. А то будут же они бегать, тоже не напасешься. Так, вот мы обходим этот парк. И ну, туда идем, к этому шару. Так, здесь еще машины сигают. Машины сигают. Так. Ух, как их тут. Ё-моё, тут машин-то какие-то даже спортивные. Так, мне надо перейти быстренько, а то транспорт. А вот это что там такое, а? Какие-то... Что-то там такое интересное. Огороженное чем-то. Что там такое, а? Мне интересно, что это за огорожение такое. Вот это, кстати, на намывных песках все строение. Эти новые. Так, тут какая-то площадка. Что это такое? И изо льда какой-то домик непонятный. Что есть такое? Так, вот это вот, смотрите, воздушный шар. Так, ладно, я хотел посмотреть вот эта штука, что это такое. Так. В здоровом теле здоровый дух. Ха. Так, что это такое? Цикл. Моржи, Саха, Якутия. Минус 50. Вон там морж нарисован. Смотрите, цикл, рекламная группа какая-то. Это у них что тут? Это... Прорубь, что ли? Они купаются здесь. Моржи Якутска, смотрите. Вот изо льда сделали такую штуковину, да? Как это? Домик такой, да. А вот это, по всей видимости, у них там дырка во льду. Ага. Вот это что такое. Иммунитет туда, коронавируса нет. В здоровом теле здоровый дух. О как. Так что, кто хочет вот при минус 50 в прорубь спуститься, вот, пожалуйста, у нас. Ну, сейчас уже морозов не будет, это в следующем году. Так, давайте мы вон туда двигаемся, в сторону этого шара воздушного. Я тут смотрю, тут люди даже пешком ходят сюда. Так. Опс. Август. Вообще шикарные месяцы, конечно. В Якутии июнь. Уже в июне тепло. Так. Руки надо согреть надо руки. Оп. Надену рукавицы, чтобы погреть их. Вот вы так вот имеете возможность вот посмотреть на воздушный шар. Смотрите, какой он. Оба-на. Тут целая очередь с машин. Целая очередь здесь машин.
Сколько здесь людей. Вот, смотрите. Такой этот аттракцион. Так, это он, получается, прилетел, да? Сейчас там сфоткали своих. И, ух, какой он здоровый, а. 12, что-то А1122Ж. Обозначение какое-то. Так. Здесь люди стоят. Ищено. Вот они должны залезть, вылезти оттуда. Залазят, залазят. Ох, как, смотрите, пышет пламя какое. Вылазят, они вылазят, я понял все. Сейчас они вылезут, потом следующая партия будет залазить. Так, что тут хорошего-то в этом месте? Кто-то со своим этим домиком сюда приехал. Ну да, зимой мы здесь на лыжах обычно катаемся. Какая у него будка интересная. Летом здесь купалка. Вот так вот шар целиком залазит. Смотрите. Это он подогревает, я так понимаю, воздух там внутри подогревает. Пламя какое большое, а? Ух ты! Так, все они вылазят, да? Или что-то я не пойму. То ли вылазят, то ли залазят, не поймешь что. Здорово, да? Сейчас он нагреет. И воздушный шар поднимается, смотрите. 6 смотрит, 7 лайков. Спасибо. Ага. Вверх. Туда. Я смотрю, здесь веревки. Ограничительные веревки. Вот, соответственно. Вот так вот. Подъем. Вот такой вот. Так, ё-моё, звонки были непонятные, ненужные. Кто-то позвонил, и связь прекратилась. Зачем мне сейчас звонят кто? Вот смотрите, он на какую высоту поднимается. Вот эти ограничительные тросы, которые, видать, препятствуют лишнему подъему, чтобы шар не улетел никуда. И вот просто вот на такую высоту, я не знаю, тут сколько метров, 50 он поднимается, не буду, наверное, и все. И все. Шоу. Вот такое вот шоу. Ну да. Но для Якутска это новинка. Я не видел, в общем-то. Может быть, когда-то было что-то. Сейчас. А парк, сколько? 500 рублей. 500 рублей, да? А высота подъема какая? Метров. 45. Ну так угадал. Это где-то как вот чертово колесо в парке, да, высота? Повыше, да? На 30 метров. Ага.
А там он стоит сколько-то наверху времени? Да, он зависает там. Ну, от старта земли до посадки 10 минут. 10 минут. А, то есть время регламентировано. Ну, хорошо. Короче, надо там брать билетики. Понятно? Так, вот такое вот шоу. 500 рублей с человечка. Удовольствие стоит. Короче, берете вот там вот в парке, в кассах билеты. И потом сюда приходите. И вот сюда вот поднимаетесь на этом воздушном шаре. Высота подъема 45 метров. Там на высоте вот он 10 минут должен быть. Ну вот это, вернее, все время, которое где-то примерно так. Вот подъема до спуска 10 минут. Ну оттуда видно, да, город видно получается. Ну по высоте он примерно как колесо обозрения в парке новое у нас в городе. Примерно чуть даже повыше. Ага. Метров на 10 так что ли. Ну отсюда, конечно, другие виды. Тут вид на реку. Отсюда на другой берег, вот где Бестях видно. И на город Якутск. Вот отсюда. Так что вот кто хочет на шаре воздушном подняться, снять оттуда, значит, селфи сделать на воздух. 500 рублей всего удовольствия. Недорого, я считаю. Совсем даже недорого. Так, ладненько. Все, давайте идем отсюда. Идем отсюда. Ну, то есть вы сюда можете добраться, если у вас нету транспорта. На транспорте это вообще быстро. А если даже нету транспорта, то доезжаете до 202 микрорайона и потом уже, вот смотрите он, и его опускает. Ну, поскольку воздух холодный, сейчас минус у нас 10, минус 15 градусов, приходится постоянно подогревать. Постоянно подогревать приходится. Включают горелку там газовую, а человек просто вот рукой так идет и опускает. Вот такое вот шоу. 500 рублей билеты вот там, где парк, надо покупать. Так. Ну, а здесь вот какие-то ледовые такие торосы у нас, я смотрю, лед. Это откуда он здесь взялся, лед-то на реке прямо. Смотрите, ледовые такие вот. Льда сколько. Откуда он взялся? Это может быть его нагребли как-то. Ну и все, снижение идет. Примерное время 10 минут в воздухе. Таким вот образом. Так, все, люди, получается, причаляли. Ой, рукавица идет. Так, откуда же эти ледовые здесь торосы-то, а? Я вообще знаю, что по линии бывают ледовые торосы, но там, где река течет. А здесь-то у нас дамба, здесь такой течения нету, поэтому откуда они взялись? Возможно, это вот оттуда зачистку делали. И вот эти ледяные глыбы, смотрите, лед какой он толщины. Но это тоненький, да, он обычно промерзает у нас лед на глубину больше метра. Так, я вот там хочу подняться, вот видите, вот там вот где 202, 203 квартал разделяется, вот здесь они разделяются, я хочу в этом месте подняться. Опять мы с вами проходим вот этот домик моржей. И тут прорубь есть, где они погружаются в самый мороз. Клуб моржей в Якутске есть. Вот, пожалуйста.
Представляете? Они сделали себе такое развлечение. В минус 50 градусов как моржевать. Да, но я вот погружался в воду зимой, да, на крещение. Вода вообще, конечно, холодная. Они вот тут на открытом воздухе в минус 50. Моржи Саха-Якутия. Общественная организация здорового образа жизни и закаливания, вот как называется. Иммунитету да, коронавирусу нет. В здоровом деле здоровый тух. Так, ладненько, все. Вот это парк ледовый, там музыка громыхает. Я не буду туда больше ходить. Сверху я показал его немножко. Теперь мы с вами вот сюда поднимемся. Посмотрим, что здесь хорошего. Ой, смотрите, они машина, и к этой машине они привязали ребенка. Он на какой-то... На чем-то он едет. На ватрушке, что ли. Ребенка привязали точно и катают его вот здесь вот. Ну, что творится. Ну да, здесь вот накатанная такая дорога. И сейчас мы вон туда заберемся с вами наверх. Там я вижу тоже горки какие-то вот здесь вот сразу. Не можно кататься. Так, еще раз посмотрим на шар. Вот шар он приземлился. Теперь там люди вылезут, следующие залезут. И вот так вот он по кругу будет. Так, давайте все идем. Ух ты, а тут машины, что ли? Смотрите, машины ездили. Как они? Ну, на машине-то вообще классно, да? Можно поехать куда-нибудь подальше. Можно на сопки ехать, там вообще шикарно тоже. Сейчас вот там уже и горы повыше. Сколько у нас? Чуран больше 100 метров. Гора. Вот оттуда, если спуститься, да? Ё-моё. Там надо уже действительно уметь кататься на лыжах горнолыжных. И катался, знаю, лыжи там ломал. Неудачно, если в горку заедешь, то в какую-нибудь ямку и все, кирдык. Так, вот видно. Детей садят в эту и катают по кругу. Вон машина там. Видно, нет вам? Он зацепил на ватрушке ребенка, я так понимаю, и катает его. Вот такое вот удовольствие. Сегодня выходной день, суббота. Завтра еще тоже выходной день будет. Что-то тут машин много ездит, я смотрю. Так. О, воздушный шар поднимается опять. Кого-то взял и туда наверх. 500 рублей. Да, интересно. И этот за ним. Такая забава. У кого есть машина, может такой себе аттракцион устроить в своей семье. Видно, да? Вот так вот. Ну и кто-то там ревет. Ладно. Так, все. Вон они приехали. Кружок и... Но это уже сами люди устраивают себе такое удовольствие. Так. Тут надо, конечно, осторожно. Так, а что здесь мы видим? Здесь мы видим вот такая горка приличная. И здесь тоже катаются. Смотрю, тут тоже горки. Тут тоже горки. И покатили, смотрите. Вдвоем. Хоба. Главное,
на чем-то таком этом самом под себя подстелить, и можно. Ну, горка тут хорошая, высокая, я не знаю, метров 10, наверное, высота. Вот эта горка, если не выше. Давайте сейчас поднимемся. Ну вот, могут жители этих районов здесь сами, чтобы никуда не ходить, вот взяли, вышли и катайтесь. Ой, да, тут крутоватая дорога, надо вот посюда подниматься. Ух. Вон ребенок маленький же совсем, и туда вниз, смотрите, ничего не страшно. А? Оба! Горка приличная, горка хорошая. Оба, вон туда. Ну, на главное, хороший поджопник, ледянку или вот эту, вот побольше даже такие есть, корыца. И все, и потом обратно вверх. О, хорошо мы сегодня с вами походили, просто замечательно. Подышали воздухом. Такой воздух хороший. Чистый, кристальный, нормально. Очень хорошо сейчас. Так, ладно. Упс. Так, давайте лазим. Ну и вот эти вот тут дома прямо элитные. Жилые дома. Здесь, соответственно, вот у них вот такая вот площадочка игровая. Насколько я знаю, здесь закрытая территория. А вот это видно, да, там труба такая торчит. Это под землей, там, видать, гаражи какие-то. Вот тут как замечательно жить. Прямо вышли. И вот вам такой вот пейзаж. Вот такой вот пейзаж. Все рядом. Так, давайте мы с вами проходим. Так, я так пройду, не пройду. Даже не знаю. Возможно, я тут не пройду. Ладно, пойдем по дороге. Да, вот это точно, это заезд туда вниз, под землю. Там где-то гаражи вот под этой территорией подземные должны быть. Идем, выходим. Обычно можно летом на пляж посюда пройти спокойно. Мы сейчас с вами пойдем дальше. Телефон, интересно, позволит. Я хочу, знаете, до куда дойти, да? Площади Победы. Тут, в принципе, недалеко. И там вот, где катаются с горок, там еще поснимать. Если удастся так. Ну, а это, не помню, что за улица. Короче, так вот можно пройтись по ней. Здесь ходит автобус, уже городской. Сейчас я вам покажу остановку, до которой надо ехать, если вы хотите в Ледовый парк попасть. Проезд в городе у нас сколько? 32 рубля, что ли, да? 32. Поэтому, в принципе, это не так дорого получится поездка. То есть с учетом билетов на транспорт, значит, на одного человека, если взрослый, 60, ну, где-то и еду, где-то рублей 500 надо. Если хотите еще дополнительные опционы какие-то,
подъем, спуск на воздушном шаре, плюс еще 500 рублей. Зорб, там еще какие-то деньги надо платить. Ледянку взять тоже надо денежку, поэтому лучше приходите со своими ледянками. Они вам потом еще пригодятся. Ну, а вот это 202 микрорайон. Еще времен советской застройки. И с этой стороны вот эти вот коттеджи. Здесь фирма Део Лена. Продажа аудио, видео, техника. Вот это вот магазин. Там и холодильники. Ну, короче, электронику продают. А вот это вот небольшие такие коттеджики. Здесь выстроены. А это дома еще КПД советские. Я говорю, этот проект по застройке реки, он еще в советское время, значит, начался. Тогда и намыли. Вот это все пески под нами, пески. Так, где мне тут пройти-то, а? Так, чтобы не по этой дороге идти шумной, а туда куда-нибудь зайти туда. Так, почитаю комментарии. Почитаю. Сейчас зайду куда-нибудь, почитаю. Руки подмерзли у меня ходить. Так. Да, люди уже машины, смотрите, уже просто держат их на улице. То есть, в принципе, не такой холод. Не обязательно вот эту Наташу одевать. Поэтому можно просто машину вот так оставить. Немножко ее включать, выключать, чтобы двигатель прогревался. И, соответственно, он у вас будет двигатель подогреваться и не замерзнет. А в мороз-то лютый, когда минус 40, минус 50, там приходится обязательно, конечно, Наташу. Вот это вот гараж переносной вот этот одевать и только под ним. Ну, если машина у вас долго стоит, тоже сейчас надо, конечно, гараж. Ну, значительно упростилось вот это все дело сейчас, когда вот эти Наташи появились. Вот видно, да, как она устроена. Такая выхлопная труба. И вот он так стоит укутанный. Может целый день стоять, 2-3. А вот эти машины, они, конечно, уже все замерзшие. Их надо как-то оттаивать каким-то каком. Ну, видать, они ждут теплых времен, чтобы можно было их уже непосредственно завести. Сейчас бесполезно это занятие. Только если как-то вы будете теплым воздухом отогревать, закрывать ее. Ну, можно, в принципе, да, если помучиться. Но обычно люди оставляют, кому не надо. Такие машины долго стоят на улице. Так, ух ты, тут какая-то стройка идет, я смотрю. Что-то еще какое-то строение строят. Я вижу здесь, смотрите. Вот это вот все делают. И здесь. Вот производитель. Это магазин. Сколько я знаю, тут торгуют продуктами. Так, нам надо дорогу сюда вот перейти. Все-таки тут неудобно. Вот эта дорога никак ничего не делается. И скользко ходить. Очень скользко. Вот это все накатано машинами. А дорога никак не посыпается, не чистится. И вот такие бугры. Так, что такое? Семейная традиция от производителя. А, Скиф это. Скиф. Семейная традиция. До 10 часов вечера, кстати, работает. Тут магазинчик шаговой доступности.
Ну, обычно в таких магазинчиках цены задирают очень хорошо. Поэтому я в них не хожу. Но если что-то не хватает, там у вас булки хлеба, можно сбегать. Как бы вот так вот. Так обычно. Смысл там деньги лишние тратить у них неохота. Так, все. Вот. Вот это остановка. Или там дальше следующая. Следующая остановка. Вот мы видим, сюда люди приезжают. Тут какой у нас ходит автобус? 111. А, это пригородный, да, получается. Еще даже пригородные заходят. Люди уходят, куда-то идут. Ну что, дома сидеть. Погода хорошая. Я говорю, надо моментом пользоваться, потому что потом будет тепло и будет грязюха. Вообще страшное дело. Поэтому надо успевать сейчас. Здесь медицинский центр Якутска, поликлиническое объединение номер 2. Вот это вот. Так, и где я здесь сейчас перейду? На ту сторону я хочу перейти. Вот здесь вот, да? Сейчас мы здесь перейдем. Оп-оп-оп. Ну, собачка какая. Маленькая собачонка. Ё-моё. Вообще чудо. Так, пропустят меня, нет? Пропустят. Молодцы. Потому что переход. Так, вот мы вас с вами сделали круг и пришли вот сюда вот. Сейчас я вам покажу здесь. Вот видно там, да? Вот это большая длинная стелла. Это площадь Победы, памятник Победы. И вот под ней как раз горка. И там катается много-много людей. Так, ну что, пойдемте туда, давайте. Мир колбас. Вот смотрите, кстати, в мире колбас недорогие. Я заходил недавно. Недорогие цены на колбасу. Что-то там от 300 рублей. Где-то за килограмм. А здесь вот такой торговый центр Набережный. 202 калибр. Все для охоты и рыбалки. Детский остров какой-то развлекательный. И продуктовый магазин. Так, здесь есть еще киоск мороженое. Ну, мороженое, конечно, сейчас, по-моему, не работает. Киоски такие не работают, они в летнее время. Да, он закрыт. Так, и уехать, чтобы отсюда либо на этом, либо там. Дальше остановка в ту сторону, в другую есть. Так, а я тут как? Я тут не спущусь никак, да? Я мог бы так вот пройти. Ну, сейчас мы с вами вот по этим трубам пойдем. Телефон у меня проработает, как это не удивительно. Температура минус 10, я уже сколько времени хожу. Так. Ну и вот эта улица у нас Хабарова. Там дальше она в Богдана Чижика, в Чернышевского. Такая длинная улица вдоль берега идет. Вдоль берега. А здесь площадь Победы. Площадь Победы. Осторожно, тонкий лед. Смотрите, видно, да? Так что надо осторожно тут ходить. А мы сейчас вот посюда, по этой тропинке пройдемся в направлении ГРЭС. Ой, да, не ГРЭС, а ТЭЦ. Ну и там же, туда, если дальше идти, там ГРЭС будет. В том же направлении. ГРЭС-1, ГРЭС-2 уже в городе. 2 электростанции на газе вырабатывают электричество. И вот город вот так вот живет. В общем-то, газовая, благодаря газу удается
То, что город у нас вот в экологическом смысле он чистый, газовым электростанциям. От них только единственное, что воздух, пар идет, пар и все. То есть как бы никакого загрязнения нету. Газ, сгорая, нагревает воду, вода превращается в пар, турбины, соответственно, крутятся, вырабатывают электричество, но этот пар выходит вот так вот. То есть раньше, когда не было газовых электростанций, на угле, ну а уголь, он естественно, это чернота сразу в городе, копоть черная, и в общем сложно уже даже дышать бывает, где угольные, без очисток электростанции находятся. Так, вот мы уже подходим к этой площадке, где катаются люди. Сейчас мы туда поближе спустимся. Вот такая вот теплотрасса. Эта теплотрасса, кстати, идет с ТЭЦ. Вот по таким трубам горячая вода, она поступает в здания, в дома. Вот по таким. У нас нельзя, естественно, все это в землю зарывать. Поэтому вот все вот таким образом. Фу, хорошо я сегодня походил. Сделал такой большой круг. И вам показал. Сам посмотрел, узнал, какие цены. Прогулялся. А то что-то засиделся совсем. Надо двигаться, больше ходить. А сейчас самое то. Раньше-то я говорил, мы на лыжах обычно катались. Поэтому вот в это время, в марте месяце. А сейчас мода на лыжи нету. Сейчас мода на коньки. Ну или вот так можно просто походить или вот покататься на горках. О, но тут горочка, она, конечно, поскромнее, чем там, да, но тоже хорошая. Тоже хорошая. Вот с детишками здесь. Просто можно вот доехать на автобусе до сюда или пешком дойти и кататься, пожалуйста. Единственное, что здесь, конечно, минус, да, то, что приходится вот через эту теплотрассу перелазить. Теплотрассу перелазить. Или вот там есть проход, смотрите, по-моему, вот там можно просто пройти. Ага, вот там вот проходят. Сейчас мы туда пройдем. Ну и вот такая вот горочка здесь. Уже небольшая. Таким вот. О, даже отсюда, смотрите, они пытаются кататься. Тут горка. Ой, ё-моё, как тут. Вообще, я что-то не хочу даже здесь слазить, слушайте. Слишком здесь круто. Или можно, если вот вдоль вот этого, вот этой теплотрассы спуститься. Тут круто, слишком круто. Так, дайте-ка я попытаюсь как-то спуститься. Здесь сложновато, конечно. Лишь бы только не укатиться туда мне. О. Так, предупреждающая надпись: не ходить, опасна высокая температура. Так, вот где видно, сколько там сидит аттракцион. Поэтому можно на ледовый парк не ходить, а просто сюда прийти и здесь
покататься с горок. О, наконец-то я выбрался, чтобы удачный более-менее вид сделать. Вот. Смотрите, сколько здесь детишек. Ой, даже на велосипеде кто-то едет. Ё-моё, как он? 2 велосипеда. И как они? О, даже больше. Ой, детишки. Ничего себе. Катаются. О, бедный бедолага упал. Куда они здесь собрались-то на этих великах? Можно улететь. Ну, тут какие тормоза. Тут по инерции просто улетишь туда и все. Да. Что делают, они не понимают. Бедолаги. Так. О, этот каскадеры. Ох ты, они еще с горок прямо. Видали, да? Ну да, лишь бы кто под колесо не попался. Тоже можно наехать. Вон они скатывают. Смотрите, опс, покатил. Хоп, 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 хоп. Ну так-то да, она небольшая. Тут скатиться, в принципе, без проблем можно. Что уже вот такие у них велосипеды какие-то кроссовые, я так понимаю, да? Кроссовые с рессорами. И вот на них, вон они, катаются. Детишки. Забава якутских детей. А этот вон покатил оттуда сверху. Оба-на. Как этот пингвин. Как пингвин. Вот такая вот забава. А эти туда залезли и стоят. Отойдите, отойдите, кричат. Так, а где мне тут спуститься? Так, вот, сейчас покажет класс вам. Что-то ждет. Боятся. О, поехал. Один поехал. Оп, оп, оп. И второй поехал. Хоп, хоп, хоп. Вот так вот. Ну, по прямой-то так можно спуститься, конечно. Но все равно рисково. Тут дети катаются. Все подряд. Не дай бог кто-нибудь на кого-нибудь наедет. Травма обеспечена. О, целая куча. Вот смотрите. Ох, там даже трамплин. Если бы они с этого трамплина, они прямо прыгают. Вот их кучка здесь спортсменов. Ох, а тут, отойдите, прямо на них. Так, вот такая вот забава. Сейчас мы с вами спустились на лед. И вот сейчас снизу поснимаем. Опс, опс, опс. Класс, да? Вот ледянку и все. И можно кататься все без проблем. Или картонку. Берете картонную коробку, находите хорошую. И можно на ней тоже кататься. Главное что-то под себя положить, а то куртки нынче дорогие. До 40 тысяч и выше цена доходит, чтобы не порвать ее. Надо что-то на себя, под себя положить. О, даже 2 ватрушки. Смотрите, 2 ватрушки, и вот они так вот катаются. Да, спускаться, конечно, хорошо, а подниматься уже
как могут, сразу кучкой и в друг дружку. Класс, да? Ну, хорошо быть маленьким, да? Забавы вот такие, удовольствия маленькие. Так. Ну и вот это вот здесь ширина получается приличная. Можно вот тут все кататься. Кто-то там кричит: отойдите. Видать, кто-то собирается скатываться. Ю. Вот тут особенно видно, как они прыгают. Здесь кочка какая-то. Они на ней подпрыгивают. От чего удовольствие еще больше. Так, ладненько. Давайте поднимаемся с этой стороны на каком-то поддоне. Ох, как он туда прямо может. Так, ладненько. Все посмотрели. Теперь, в общем-то, миссия моя исполнена на сегодня. Походил, поснимал. Я еще, кстати, зашел в секонд-хенд. Мега-хенд у нас называется. Он находится в Гранд-Сити по Федора Попова, где крытый рынок. Там сегодня хорошие скидки, 50%. Поэтому, ну, там уже, конечно, осталось мало товара, как бы, да. Но мне удалось там 3 вещи ухватить в таком нормальном состоянии. И всего лишь за 290 рублей. О, и даже взрослые катаются. Ё-моё. Оба-на. Не туда он поехал. Вот так вот. Так, теперь мы тут пролазим. Как мне тут пролезть-то, а? Тут сложное вообще дело. Ой. Блин, тут скользко еще. Надо как-то вот за эту трубу хвататься. Ё-моё. Ой, надо растяжку еще. Фу. Ё-моё, вообще целое дело тут, оказывается, пролезть под этим. И надпись: не ходить, опасно, высокая температура. Фу, капец. Так, ладно, сюда давайте идем. Выходим отсюда. Да. О, вообще замечательно я походил. Подышал воздухом. В принципе, и лыж не надо никаких. Так вот просто походишь, погуляешь, уже для здоровья очень хорошо. Тем более чистый воздух здесь. Транспорта никакого нету. Производств тоже загрязняющих. Вот это то, что стэц выходит, это всего лишь... Так, что там такое за пакость? Заблокировать пользователя. Якутск. Температура минус 17. Лука Маленкович. Да не, теплее, теплее. Теплее. Я говорю, я выходил, на градуснике было минус 13. Сейчас-то еще потеплее, наверное, минус 10. А это вот идет пар в воздух. Просто пар, это не дым. Фух. Так, ладненько, все, выходим. Вот такая дорога здесь. Сюда можно вот подъехать даже на машине, кому лень ходить. И площадь Победы. Площадь Победы. Вечный огонь. Сейчас к вечному огню подойдем. В честь воинов Великой Отечественной войны. Мемориальные доски. Герои, вот это барельефы, портреты героев якутян, которые значит,
сражались во времена Второй мировой войны. И вечный огонь. Вот он постоянно горит. Сколько мороза у вас? Так, говорит, тепло. Плюс, минус 13 было, я выходил. Ну, может, сейчас минус 10. Чуть потеплело. Днем теплеет, ночью холоднеет. Вон солнце, смотрите, у нас уже на закате. Вон. Видно, да? Солнышко. Вот это улица Богатырева. Туда уходит, вон туда, вон. Туда улица Богатырева. Там прямо солнце на закате. Видно вам, да? У нас уже солнце заходит. Солнечный день кончается. Вот это здание Якутский институт водного транспорта. Раньше это речное училище называлось. Сейчас это уже высшее заведение. Тут готовят речников. Кстати, приезжают сюда учиться со всей территории Дальнего Востока. Здесь как бы так. Машин достаточно, да. И вот сейчас панораму площади Победы я вам сделаю. Вот, народу вышло погулять много. Это памятник. Так, давайте идем. Это улица уже Хабарова. Там дальше она переходит Богдана Чижика. Ну и в общем-то все, что хотелось вам. Ну давайте еще немножко постримлю. Сейчас мы пойдем в том направлении. Я в сторону пойду Крытого рынка. Тут недалеко. Немножко вам покажу. Там я уже стрим завершу сегодняшний. Центр школьной формы. Тут, кстати, где-то недалеко находится база Легион. Вот тут, по-моему, там можно подкупить относительно недорогие продукты. Хотя сейчас даже на базах везде все подорожало, все. Сейчас уже никто не продает по старым ценам. Так что бегать, метаться, что-то скупать бессмысленно. Абсолютно бессмысленно. Так, а где переход-то? Ё-моё. Мне надо было на этом переходить. Теперь туда придется дойти. На перекрестке надо было переходить. Ну что, тут недалеко он. Переход. Вот теплотрассы видно, да? Вот они идут оттуда. Вот такие вот трубы. Оба! Все, вечная мерзлота. Так бы можно было положить, конечно, эти трубы в землю, засыпать их, но вечная мерзлота не дает этого сделать, потому что там в земле эти трубы будут лопаться. Их необходимо будет постоянно ремонтировать. Короче, лучше этого не делать. Поэтому все коммуникации у нас идут над землей или по земле.
была раньше практика, допустим, телефонные провода, кабеля закапывать в землю. И они там постоянно рвались от резких, вот, кто-то машина, допустим, проедет сверху, и все, кирдык. Там, провод перерубал, ломался, и, соответственно, зимой, представляете, вот это вот надо было раскапывать землю, а раз как-то там углем, вот это вот, соответственно, разжигали уголь, и, соответственно, целое долгое мероприятие было. Потом необходимо было это кабель его срастить, спаять, короче. И связь пропадала надолго. Поэтому у нас от этого мучения избавились. Теперь все кабеля, они идут по верху зданий. Здание на здание. И никто ничего в землю не ложит. Здесь здание энергосбыта. Вот тут можно заплатить за электричество, за тепло, за горячую воду, отопление. Так, вот дошел я до перекрестка, до перехода. Сейчас здесь умный светофор у нас. О, ждите. Ждите, 9 смотрит, 10 лайков. Большое спасибо. Всем сегодня суббота. В Якутске день замечательный. Пошли. Тепло, весна. Люди многие вышли погулять, покататься на коньках. В Ледовом парке много, с горок покататься. Ох, а что тут так шумит, а? А, вот что шумит. Маленький такой трактор. Ого. Так, а как я хотел же пройти на рынок. Мне из-за перекрестка, из-за этого мне он сбил все планы. Надо было там за перехода, надо было на перекрестке раньше проходить. Тогда я бы пошел другой не шумной стороной. А то здесь идти возле дороги, это приходится шум от машин. Вот машины, смотрите, какие здесь у нас. Вообще грузовики мощные ездят, а от них шума, грязи, ужас сколько. Не люблю я поэтому вдоль вот таких улиц ходить. Лучше где-то пройтись внутри квартала, между домами. Там такого шума и смрада нету, когда вдоль вот такой дороги ходишь интенсивной. Вот еще на Украине еще утро солнечное, 11 утра. Да, у нас разница 6 часов. Якутск и вот центральная часть. 6 часов разница. Так, продаю, что они тут продают? Нежилое помещение, что-то вот продают даже здесь. Вот это все новые дома здесь. Вот этот дом, его построили, который сейчас снимаю в прошлом году. А до этого на этом месте находилась рабочая баня, которая долго что-то не работала. Но вот в советское время она работала. А потом ее снесли, и вот эту домину такую построили. Вот здесь вот тоже дома строят, смотрите. Вот это тоже дома построили. Вот эти две деревяшки, видите, да, не без окон стоят, уже без крыши, их сносят. Сносят с прошлого года. И тут тоже что-то будут строить. Но сейчас вот эти повышения цен на все подряд, я не знаю. Конечно, по новым ценам строить, за стройматериал, ого-го. Квартиры будут вообще золотые. Кому это будет доступно все? Да, ну и здесь вот тоже новые районы построены. Знаете, дома чуть постарее, вот тут все застройка, вот такими высокими домами, большими. Так, вот эта машина, сколько
времени стоит. Кто-то ее забыл, и вот так вот она здесь стоит, коптится под снегом. Вот это здание ДОСААФ, добровольное спортивное общество содействия авиации ДОСААФа, вот это вот здание. Так, проходим. Светофор. Желательно молчать, когда проходишь, чтобы контролировать ситуацию. Ну и, в общем-то, вот мы сделали круг. Сегодня мы прошлись с вами вот по этой улице до Ричпорта. Ричпорт посмотрели. Потом по дамбе дошли до Ледового парка. Ледовый парк сверху посмотрели. Ну, я в Ледовый парк не заходил. И потом до этого шара, который такой шар большой, который горячим воздухом нагревает, и он, соответственно, воздух поднимает корзину с людьми воздушного шара, да? Дошли, я там показал вам, что стоит, какие цены на это все. Потом дошли мы с вами до, значит, где моржи якутские на лени погружаются в реку. Там у них специальное местечко есть такое. Вот таким вот образом. Вот такой круг сделали. Хороший. Не знаю, сколько это километров. Надо было часы надеть с шагомером. Тогда бы я точно знал бы, какой километраж прошел. Ну, походили хорошо. Время стрима у нас 1 час 53 минуты. В общем-то, по улице телефон не разрядился, не замерз. Вот, пожалуйста, уже жара. А так обычно зимой, если стримить 15 минут, и все, телефон замерзал. Приходилось поэтому заходить, соответственно, потом выходить и дальше продолжать идти. А сейчас можно, 2 часа я ходил, и у меня телефон ничего. Ну, правда, он 100% заряженный был. 8 до речного порта идет. Вот этот автобус. Там уже народу мало. Так, вот таким вот образом. Ладненько. На этом будем заканчивать стрим. Было приятно для вас поснимать. Спасибо за лайки. Так, ну а сейчас мне надо в магазин этот продуктовый зайти. Подкупить еды немножко. Хлеба купить. Молочка. Колбаски. Поэтому сейчас я стрим прекращаю. До новых встреч. Всем пока.